S'il дорогие гости, s'il je vous prie, avec plaisir. Господи, простите, от страха все слова поускакали. Это гость в студии. Чай, печенька неси. 8 часов 31 минута, уфимское время. Ну, как и было обещано, сегодня у нас, большой такой, можно сказать, гостевой десант в студии «Самовара». В данный момент, вот прям непосредственно в студии уже находится Диана Гараева. Доброе утро. Здравствуйте. И Надежда Беззубова. Доброе утро. Доброе утро. И ждем вот секунду на секунду, подойдет Александр Верхоземский, и мы будем уже в совершенно полном составе. Ну, десант из театра кукол. И у нас даже сегодня тут получается еще один персонаж. Даже да, это... А это что за Отелло? Это негритенок Том. Это кукла, сделанная по фотографии Марии Николаевны Елгаштиной, основательницы нашего театра. Оригинал куклы не сохранился. Вот сейчас мы восстанавливаем по фотографиям каких-то отдельных кукол, отдельных персонажей. Вот девочки в цехах у нас трудятся. А в каком спектакле занят этот актер? Ну вот в будущем «Удивительное путешествие во времени» в иммерсивном спектакле. Тогда к нему давайте мы и будем перейдем к нему и о нем будем говорить. Давайте. Вот я просто, когда анонсировал нашу беседу, сказал, что спектакль, как минимум необычен хотя бы тем, что он, практически не на сцене идет, а потом сказал, а может быть и на сцене тоже. В общем, поэтому вы все полностью рассказываете, почему так, что это. Вообще, наверное, где-то от какой-то степени можно сказать, что многие идеи могут, наверное, по-моему, я так догадываюсь, расти от того, что пространство-то стало такое очень большое и очень даже, не знаю, напрашивающееся на участие во всей жизни театра самым активным, да, видимо? Абсолютно, абсолютно, да. Вот вы правильно заметили, что, может быть, и на сцене, да на ни одной сцене. То есть у нас будут разные локации по всему театру. У нас сейчас театр, он такой театральный, и что как-то вот фантазия выходит уже за границы только сцены одной классической. Хочется в разных локациях создавать какие-то такие вот театрализованные действия, скажем так, еще что-то. И поэтому пространство прямо они очень к фантазии располагают. Удивительное путешествие во времени. Во времени ведь и пространство огромное бывает, и там и расстояние, и все. Но здесь о чем будет все-таки наш спектакль? Он прежде всего про наш театр, про всю его историю, про его путь, про его создание, про его какие-то взлеты, про его падение, про вот эту вот цикличность театрального процесса. И от создания до наших дней мы пройдем вот этот удивительный путь через весь театр проложенный. Зрители будут в наушниках, актеры будут в наушниках. Мы уже сейчас шутим, что это самый тихий спектакль в нашем театре, потому что когда проходят репетиции, стоит идеальная тишина, потому что все в наушниках, звук идет туда, никто ничего вокруг не слышит, не понимает. Да, то есть такого не получится, что лишний билетик взять, как-то проникнуть и отсидеться тоже в толпе. Нет, это надо купить билет и вместе со всеми пройти в наушниках. Очень ограниченное количество людей будет на спектакле, 30 человек на одном спектакле, и вот в самых неожиданных местах. Если раньше спрашивали лишний билетик, то теперь лишний наушник. Вот все-таки у меня с трудом складывается понимание, а как же так? А ведь что-то ведь какие-то реплики должны быть. Так все есть, оно просто записано все в аудиодорожке. Мы сейчас пишем нашего легендарного Айрата Акрамовича Ахмедшина, все будет его голосом озвучено. Он читает весь текст, все 1:20 мы слышим его голос, да. То есть в каком-то смысле слова это радиоспектакль, который еще имеет визуальную часть составную. Вождение. Кстати, вызывающее. Визуально. Очень визуальное. Айрат Акрамович, решили, что у нас как раз связующее звено между прошлым и настоящим. Можно пояснить, почему Айрат Акрамович именно был выбран, потому что это уникальный актер, уникальный человек. Он пришел к нам в театр в 1966 году.
И в этом году как раз-таки умирает Мария Николаевна Елгаштина, которая основательница нашего театра. И таким образом Айрат Акрамович вот как бы связал все эти поколения. А на какого зрителя рассчитан этот спектакль вот такой? Ну, он вообще, наверное, интерактивный нельзя сказать. Вообще не интерактивный. Он все-таки, значит, располагает к внимательному восприятию. Погружение полное. 12+ у нас возрастная категория, то есть мы категорически не рекомендуем, даже не то, что не рекомендуем, а запрещаем с детьми более младшего возраста приходить тут, потому что и технические моменты ввиду наушников, все мы представляем, да, что 3-летний ребенок очень легко может скинуть с себя наушники, которые... Не может, а обязательно сделает. Очень часто, которые очень дорогие. Зрители, несмотря даже на категорию 12+, 16+, приносят нам 2-3-летних детей, да, ругаются. вот мы сейчас уже к премьере уже ждем вот этого вот бума, когда, несмотря на вечернее время, несмотря на возрастную категорию, несмотря на все пояснительные какие-то статьи, иностранное название, мы все равно чувствуем, что у нас будут инциденты с маленькими детьми на этом спектакле. Но ведь, в принципе, это впервые такое. Впервые такой формат. У нас, по городу-то это сейчас распространено. И в других городах, Именно театр, именно конечно. Театр кукол, да. У нас такой первый опыт, необычно. такой эксперимент. Поэтому какие-то немножечко не без шишек, это же как все люди, когда мы начинаем ходить. Конечно. Как хорошо, когда ты не ходишь. Не знаю. Ну, я тоже не знаю, я не помню. Мне кажется, лучше ходить, бегать, прыгать. Безусловно. Ну, поначалу, когда тебя везде отнесли, везде все к тебе поднесли, ну, это быстро заканчивается, и все. И человек... Удовольствие от этого быстро проходит. Быстро становится любопытен, и свое любопытство, чтобы удовлетворить, везде перемещается. Ну, и как и в этом спектакле. Кстати, вот здесь еще есть некоторые интересные моменты, связанные с спектаклем. Я думаю, небольшую музыкальную паузу мы сейчас сделаем и продолжим беседовать. Да, друзья, на всякий случай напомню, что у нас программа вот как раз совершенно открыта для общения, то есть интерактивно, 100%. Вы можете нам звонить, задавать вопросы нашим гостям. Телефон 246 50 33 работает всегда. Код города Уфы 347. Мало ли, может быть, вы будете звонить не только из столицы республики. Либо пишите ваши вопросы на наш WhatsApp 8 937 34 004 24. После музыкальной паузы продолжаем нашу беседу. Не подошел еще? Сейчас позвоню. Мне кажется, что он не подойдет. Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Там, короче, Демская трасса, там же есть. И вот он там встал и говорит, не туда и не сюда. Ну да. Ну ладно, тогда... Дили-дили, Мы можем крали-вали. говорить обо всем, чем нам. Это мы не проходили, это нам не задавали. Алло, Дили-дили, ну что ты сейчас? крали-вали, это мы не На втором этаже он проходили, встал. это нам не Все, ловим задавали. его. Ага, сейчас, Саша, сейчас с тобой выйдут. Трам-пам-пам. Прикольно. Антошка, Он проскочил этот момент. сыграй нам на гармошке. Антошка, сыграй нам на гармошке. Обратно выезжаем. Хорошо, что Марсель поехал в другой дорогу. Уже давно, да, идет? Ну вот он начал. Дили-дили, трали-вали. Когда Это он мы не позже проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Антошка, готовь к обеду ложку. Бодрый самовар. Доброе утро. Да, нас наконец-то А у нас микрофон здесь включен был все время, оказывается. Я что-то микрофон, что ли, не выключил. И все это шло. Я не знаю, о чем здесь шла речь, друзья.
Ну, почему-то микрофон оказался включенным. Даже самому мне интересно сделалось. 8 часов 40 минут сейчас в Уфе. И к нам присоединился Александр Верхоземский. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать на радио России Башкортостан. У нас сегодня необыкновенный эфир. Не только тем, что микрофон все время включенный, ну и что гости вот так вот постепенно собираются. Мы успели, в общем, в целом такую, ну, небольшую вводную дать о том, что же это за спектакль «Удивительное путешествие во времени». Мы поняли, что здесь такая театральная, кукольная история кукольного театра, наверное, вот, ну, в какой-то степени. Вы задействованы тоже Да, задействовал себя сам. Мы с Надей, группу. да, как раз являемся постановочной группой, режиссеры и художники этого спектакля. Да. Ну И я буду проводником. Скажите, пожалуйста, вот как проще, или не знаю, или как лучше, на ваш взгляд? Вот сел один человек, все придумал, и потом, значит, вот, ну вот как бы вот на суд вынес, ну или там уже на постановку, или когда вот два человека как минимум. Есть какие-нибудь, не знаю, драки творческие? Что-нибудь такое происходит? Ну, мы, конечно, спорим, выясняем какие-то вещи. Ну, не до драки. Ну, не драки, да. Ну, когда есть общая концепция, когда есть общий, как бы, вектор, путь, мы, конечно, понимаем, что мы об одном спорим, просто думаем, как это лучше сделать, и убеждаем друг друга в каких-то вещах. Ну, поскольку нам не привыкать в тандеме работать, и плюс у нас же еще всегда Виктория Щербакова с нами в предыдущих постановках, то есть мы даже и втроем создавали спектакли, поэтому, конечно, вдвоем проще договориться, чем втроем. Придумывать однозначно нам вместе. Ну да. Ну, я не могу сказать, что прям как-то что-то сложнее, что-то проще. Оно просто по-разному. Когда ты один придумываешь, ты опираешься только на свое, да, сознание, на свои какие-то соображения. А когда вдвоем придумываешь, ну, ты просто все это обсуждаешь, проговариваешь. В каком-то смысле удобнее, потому что ты об человека, грубо говоря, свою мысль, да, об этом обтачиваешь. А человек, в свою очередь, об тебя. И ты как бы вот крутишь, вот как бы вы вдвоем крутите со всех сторон вот ту идею. Ее как бы так. А когда ты один, ну, ты сам крутишь эту идею. Не знаю, ну вот не сказать, что что-то сложнее, что-то проще. Там звонок был какой-то, хотели вопрос задать, или это был звонок не касающийся, да, получается? Так, здесь, но здесь тоже у нас в WhatsApp пока никаких вопросов не возникает. А что за история со сбором фотографий? Диана Ильдаровна. Вроде бы она есть. Да, мы объявляли сбор фотографий. Сейчас у нас ведется или уже пока приостановили? Я не знаю. Он же ведется на почту театра. Да, он ведется. Мы объявили сбор фотографий в интерьерах старого театра. Именно интересно было внутри театра или на фоне витража оригинального, чтобы потому что спектакль, он включает в себя сценография спектакля, если можно это применить. Ну да, наверное, да. Сценография спектакля также включает в себя и фотографии старые, архивные, это и наших актеров, сотрудников, и наших зрителей в том числе. Да. И не знаю, можно говорить, что мы будем фотографироваться? Ну да, конечно. На каждом спектакле зрители будут фотографироваться и таким образом тоже формировать историю театра. Да, такая связь между... Значит, красивыми надо приходить. Всегда люди в театре. И поэтому, да, мы объявляли в социальных сетях сбор фотографий. Именно интересен был период 70-е, 80-е годы, 90-е. Ну, пока у нас, конечно, по-моему, 70-е, 80-е не присылали. В основном все присылают свежие фотографии. Да. Как-то люди не очень... Вот это, знаете, как с возрастной категорией 12+. Ты объявляешь возрастная категория 12+. Все непременно, все приведут 3-летних детей. И здесь также объявляем сбор ретро-фотографий архивных 70-е, 80-е. Все упорно шлют 2000-е. Ну вот давайте мы, ну, в принципе, уже это прозвучало, но еще раз в сжатом виде. Друзья, если вы
будучи в 70-е годы, там, 70-е, 80-е, я думаю, 90-е, все это примерно атмосферно, примерно, близкие вещи будут. Вы бывали в театре, и, слава богу, любителей фотографов пруд-пруди было в те времена. Да, практически каждый, если хотел иметь фотографии, должен был иметь фотоаппарат, хоть простенький какой-нибудь. Если вы приходили в театр, делали сами со своими спутниками фотографии вот в интерьерах театра, может быть, около театра, конечно, от тех времен. Да. Пожалуйста, посмотрите, вспомните. Если вы вспоминаете такие, вроде были фотографии, поищите, не поленитесь. Знаете, это когда театр обращается к зрителям вот так вот за помощью, значит, это кому-нибудь нужно обязательно. Я вот совершенно неожиданно свою детскую фотографию в театре кукол нашла. Я про нее даже забыла, что она у меня есть. А тут мне братик присылает, вот, говорит, наша фотография. Вот, и подробно, если у вас возникнет вопрос, а куда слать, что? Это в ВКонтакте есть? Да, информация есть в ВКонтакте, есть на нашем сайте. Также мы регулярно обновляем эту информацию. И контактные данные, куда присылать фотографии, тоже там указаны. Все это есть. Будем очень вам признательны, если вы окажете вот такую поддержку. Вот вопрос пришел. Доброе утро, Константин. Можно вопрос? Как изменилась вместимость зала после реконструкции? Есть ли спектакли для очень взрослых детей? Очень взрослых детей, это вот как раз 12+ и есть очень взрослые дети. Я так понимаю, что всегда интересует народ, вот прям когда, пожилые уже люди, уже очень серьезно взрослые. Вот правда, даже я так вот в разговорах иногда слышу. А что там посмотреть в кукольном театре взрослому человеку? Я говорю, во-первых, вообще все, потому что... Да, на самом деле, когда к нам приходят взрослые на спектакли для самых маленьких, на бэйби-спектакли, их счастью просто нет предела. Потому что они то ли погружаются в эту атмосферу. Больше детей радуются, с восторгом смотрят. Но если по серьезу говорить, то у нас есть спектакли категории 18+, у нас есть 16+ возрастной категории. Дело в том, что сейчас, поскольку мы еще переехали только в наше новое здание, нам, конечно, требуется время, чтобы перенести, адаптировать все наши спектакли, и мы это делаем постепенно. Невозможно въехать и сразу весь репертуар выложить, все начать показывать. А спектакли для взрослой публики, они требуют, конечно... более тщательного подхода. Да. То есть понятно же, что... Чтобы декорационно как-то это все вместить, вписать, чтобы как-то по актерам, по костюмам. В новое пространство, чтобы органично все вписалось. Но спектакль «1001 ночь» у нас мы еще не играли на новой сцене. Играли уже. Категория 16+, у нас есть спектакль для взрослых. Да, «1001 ночь», он абсолютно для взрослых, восточный колорит, шуточки. Детям. Детишкам не рекомендуется совершенно, потому что там работа художника прекрасные, куклы прекрасные. И не совсем, скажем так, одетые иногда. Да, нескромно одетые. Да. Мне кажется, исчерпывающе. Есть прекрасный спектакль «Мустай Карим» о жизни и творчестве Мустая Карима. И тоже не нужно пугаться того, что это, как по жизни и творчеству. Это увлекательнейший спектакль, очень философский, глубокий. На мой взгляд, вообще достоинство театра кукол в том, что ты не только богатый визуальный ряд, слышишь, но ты еще слышишь удивительные голоса актеров, которые прекрасно играют и доносят достаточно глубокий философский текст. Потому что не секрет, что у актеров театра кукол голоса отличаются от актеров драматических, они более характерные, более выразительные, потому что им не нужно играть какие-то бытовые моменты, это все равно всегда надбытовое существование, поэтому это, конечно, очень интересный опыт для взрослых зрителей. Сейчас глупый, наверное, вопрос покажется. Почему? Раз он у меня родился, значит, почему-то он родился же. Вот в этом интерактивном, вернее, в этом иммерсивном спектакле куклы-то участвуют? Конечно, абсолютно. Потому что, сами понимаете, откуда вопрос, что если это все записано, если все вроде как там очень совместить?
Очень много кукол, и все эти куклы, они все исторические. То есть у нас, я говорю, вот сейчас ведется работа по воссозданию кукол, которые не сохранились от периода Марии Николаевны Елгаштиной, по фотографиям, по ретро-фотографиям. У нас из 70-х, 80-х годов архив чуть-чуть сохранился. Это спектакли Владимира Штейна, Павла Романовича Мельниченко, куклы Байбурина. То есть вот это сейчас все достается из архивов, чистится, меняется поролон, который уже за это время истлел, создаются новые куклы. Вот. Но чтобы все понимали, что мы не воссоздаем спектакли, мы их не восстанавливаем. То есть здесь есть именно задача познакомить зрителя с той эпохой, с теми спектаклями путем не восстановление этих спектаклей, а вот как бы такой вот более отстраненный вариант. А не бывает идеи такой, что вот что-то прям вот хочется во что-то уже, забытое, уже, отчасти как-то ставшее историей, вот вдохнуть новую жизнь? У нас нет. Не случается такого? Нет. Это, знаете, есть такая прелесть, когда время, художник, место сходятся, и именно тогда оно было хорошо, тогда оно было уместно. Сейчас мы можем к этому только как к истории относиться. Смысл я не вижу, нет. Сейчас и у людей сознание другое, визуальный опыт другой, все другое. Поэтому, зачем? Тогда были те великие люди, мы их должны помнить, чтить, знать, эмоционально чувствовать все это, но воссоздавать их спектакли, я думаю, это... нет, может быть, кому-то это было бы интересно, но вот нам нет. Хорошо, нет. Да. Я спросил, вы ответили прекрасно. У нас еще один вопрос пришел в WhatsApp. Можно ли посмотреть ваши спектакли в интернете? Не знаю, почему. Может быть, просто действительно... иногда можно. У нас исходя из есть того, что не все YouTube-канал. могут просто иногда в каких-то обстоятельств прийти. То есть, в принципе... Есть YouTube-канал Башкирский государственный театр кукол, он так и называется, на котором выложены архивные спектакли, которые уже не идут, которые сейчас не в репертуаре театра. Их можно посмотреть, они в записи есть. И также периодически мы проводим трансляции наших спектаклей, которые в текущем репертуаре, в режиме реального времени. Но это бывает, как правило, приурочено к каким-то событиям. Или это день Александра Сергеевича Пушкина, мы транслировали сказку о царе Салтане. Или это был, например, день национального костюма, мы транслировали спектакль «О чем поет орнамент». Как правило, это приурочено всегда бывает к каким-то датам. Я думаю, что здесь, наверное, следует пояснить еще, что, по всей видимости, на сайте где-то предварительно об этом сообщается. Да, конечно, обязательно анонсируем. В группе ВКонтакте. Да. Вообще, на самом деле, имеет смысл всем подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там все свежие новости, все ссылки на трансляции. И, в общем, там вот если следить за новостями, то там есть вся информация. Да, и многие вопросы даже отпадут сами по себе. Да. Какие еще новости в театре кукол? Курс у нас выпускается, ребят, студентов. Буквально вот сейчас, в эти часы, в эти 3 дня, вчера, идут сегодня, дипломные завтра, спектакли. у них идут дипломные спекtakли, и наша труппа пополнится молодыми силами. Вот такие замечательные Один курс новости. выпускается, а другой курс набирается в Санкт-Петербургской. Это в Санкт-Петербургском целевые институте. вот Да, прям целевые курсы, то есть курсы это- для театра кукол по договору. Они должны в будут. Санкт-Петербурге и в Новосибирске тоже И в планируют. Новосибирске, да, тоже набирается у нас курс. Вы же наверняка уже их видели, ребят, кто-то Вот или на нет? прошлой неделе были прослушивания. Но мы там не присутствовали, потому Нет что у нас еще, да? очень... у нас очень плотный репертуар. Мы Приезжала сами- преподаватель из Да, Санкт-Петербурга, будущий она мастер. лично их отсматривала, отбирала, кто будет учиться. А кого ждете? Кто нужен? Все мы- Нет, не все. все Талантливые талантливые. кукольники нужны, ребята, которые бы любили театр кукол. Которые Так бы- этому прям вот там все учат, и как Любить с театр куклами разными работать, и конечно. как это поженить в два естества. Одно, конечно, которое становится какой-то частью тебя, и, значит, и сам должен тоже еще быть актером, артистом.
И все это сложно, но безумно интересно. Очень Судя интересно. вот по Очень. вашим глазам горящим, что вы этим, ну, конечно, если вы служите в театре кукол, конечно, вы это любите. Не насильно. И не из-под палки, естественно, это делаете. Друзья, наше время подбирается к завершению, к сожалению. Может быть, какая-то важная еще информация есть, которую можно для зрителей? Ну, также для информации, может быть, для слушателей будет полезно узнать, что у нас с сентября набирается детская студия. У нас открывается при театре кукол, и набираются дети от 7 лет. Они также будут заниматься в этой студии с актерами, изучать кукловождение, изготовление кукол, пластику, хореографию, вокал, всестороннее творческое развитие. Так что тоже информация на нашем сайте появляется периодически. Ждем талантливых, одаренных детей. Ну что же, замечательно. Спасибо большое всем нашим гостям. Диана, спасибо большое. Надежда, Александр, вам всевозможных успехов. Когда примерно запланирована премьера? Да, премьера. 21-22 июня. Вот уже скоро, через 2 недели. Очень даже скоро. Даже уже меньше, чем через 2. Ну, я прям немножечко завидую тем, кто уже, наверное, билеты куплены, все уже разобраны, я уверен в этом. Поэтому немножко им завидую. Ну что же, спасибо большое, спасибо за то, что встретили это утро вместе с нами. Сейчас мы благодарим всех слушателей за внимание и прощаемся. Спасибо всем большое. Утренний канал Радио России Башкортостан «Самовар». По будням с 8 до 9 утра разбиваем хорошее настроение.